Тула-Буга был племянником Мингу Тимура и внуком Бату. Своим приходом к власти он был обязан Беклярибеку Ногаю, который организовал переворот против прежнего хана Туда-Мингу. Ногай желал, чтобы Тула-Буга был полностью покорен ему. Власть хана была ограничена, а Беклярибек зорко следил, чтобы Тула-Буга не стал слишком самостоятельным. Тем временем начали приносить свои результаты дипломатические усилия прежнего хана Туда-Мингу по укреплению союза Орды и Египта против Ирана. В 1287 году египетский султан Аль-Мансур Халаун в знак дружбы прислал в Крым мастеров и 2000 динаров для постройки мечети в столице полуострова, городе Крым. Память об этом давнем событии и сейчас жива на полуострове. Ее связывают с развалинами Ордынской мечети в Старом Крыму, которую городская легенда называет мечетью Бейбарса. В рамках союза с Египтом Тула-Буга несколько раз отправлял против Ирана армию под командой Ногая, но Ногай оказался не способен разгромить противника. Военные неудачи Ногая на Кавказе разочаровали Тула-Бугу, который и без того давно тяготился зависимостью от Беклярибека. Ногай почувствовал, что утратил свою былую власть над ханом. Тогда Ногай притворился, что смертельно заболел и скоро умрет, и пригласил Тула-Бугу к себе в ставку, чтобы попрощаться. А когда Тула-Буга прибыл к Ногаю, то был вероломно убит.